Сергею гостинцев от тещи будет. Кстати, я тещу никогда анекдотами не травлю. А моя Маша молодец. Сегодня сделала холодец. Всем здравствуйте, друзья! У нас вот топится печка. Решил поснимать красоту. Ну и я люблю смотреть на огонь, поэтому думаю, дай-ка я возьму камеру, поснимаю этот огонь. Огонь в печке деревенской. Печка-то совсем уже, как бы готовая, как по-русски правильно, по-коми ваймис называется. Я кладу. А Маша решила сделать холодец из красивых свиных ножек и мяса. Я решил так на минутку включиться, что она туда ложит. Мы любим это, чтобы холодец был. Из мяса густой, да. Да. Сейчас она положит сюда перца черного и лаврового листа, посолит. И, я все положу примерно. И в печку. Да. И в печку. Несколько там штук, десяток горошин, пару штук лаврового листа. И соль кладу. И посолить еще. И это все отправляется в печку. А вечером уже будем в печке это все растомится, все нормально будет, и вечером уже будем делать холодец. Да. Деревенский, простой деревенский холодец. Так, все у нас в кастрюле, сейчас отправим нашу печку, Маша отправит. И практически на целый день, да? Да. До вечера. До вечера. Больше об этом думать не будем. Там, что там варится, не варится. Печка знает свою работу, печка делает свое. И вечером уже будем только вытаскивать и пропускать через мясорубку. Вот. Все. Дорогие зрители, всем здравствуйте. Сегодня я вот решила съездить к матери в гости. Потому что уже давно у нее уже не была. А сегодня у меня выходной. Вот и собралась. Ну что, поехали? Я возле своего родного дома. Я здесь когда-то жила. Здесь, конечно, уже ремонт сделали дома. У нас дом был большой. Рядышком, как раньше были через коридор, были два дома. Зашла. Она, кстати, вон блины печет. Это Сергею гостинцев от тещи будет. Вкусные блины. Тещины блины будут. Это у матери русская печка.
Она здесь печет вкусные шанишки, хлеб. Кстати, хлеб, вот у нее нужно спросить, как она готовит хлеб. Хлеб у нее очень мягкий, пышный. И, кстати, это даже 3 дня не черствеет. Хоть неделю, наверное, будет такой же мягкий и вкусный. Так что надо вот спросить у нее этот рецепт. А это русская печка. У меня дома другая экономка, а у нее нет, она старую убрали, а вот новенькую также сделала, русскую печку. И вот она блинчики печет. Блины, вкусные блины. Вон я вам, значит, показываю. Мать уже капусту заквасила. Уже капуста готовая. Я попробовала уже. Очень вкусно, кстати. А сама я еще не квасила. Я не знаю, буду квасить или нет. Но у матери, наверное, немножко возьмем. Готовенькая уже. Вот уже готовая. У нее стоит. Капуста готовая. Ну что, друзья, Маша решил в кадре показаться днем-то. А то спрашивают меня, почему Сергей в кадре не показывается. Ну, были обстоятельства. Сначала то одно, то другое. Скажу, честно скажу, то зубы у меня зубы улетели. Без зубов был. Потом заболел, немножко приболел. Тоже в кадре не очень хотелось показываться. Сейчас почаще буду. Сегодня Маша мне съездила к маме в гости, к теще моей, и привезла тещины блины. Я ем вилкой блины, вон такие вкусные, я аромат уже чувствую, очень вкусно. Ну, блины от тещи как могут не быть вкусными? Кстати, я тещу никогда анекдотами не травлю. Блины сейчас попробую. Со сметаной, да там еще маслица. Вкусные. Лидия Кузьминична, вот такой жирный лайк, как вот эти блины жирные, также и такой лайк от меня. Большое спасибо. Сейчас покушаю, чай попью, этих блинов наемся. Никакого супа не надо. Вот блины со сладким чаем, со сметаной заменяют, эта пословица, заменяет тарелку мясного супа. Вот такое. Так. Ну что, я потом сейчас буду пить чай с тещиными блинами. Спасибо уже сказал. Продолжаю есть эти блины. Очень вкусно, повторюсь. В печке у нас холодец. Ну, подготавливается. Ну, как я уже говорил утром, печка такая штука, что туда засунули и забыли. Все, до вечера. Это печка сама там распорядится, что надо будет делать. На улице отличная погода сегодня, сухая такая, не морозная, где-то, 12 градусов, наверное, что ли, всего. Мужики на озере рыбачат, там дядя Миша приходил, рыбачат, говорит, окунь ловится. Я говорю, сколько сантиметров льда? Говорит, 3 сантиметра. Я говорю, пошли, говорит, выедем на коляске. Я говорю, с ума сошел, что ли, из-за плотвички я... Подводная рыбалка у меня получится. Так что сижу дома пока. Почему-то, как прошлый год, меня не тянет на улицу в этот год. Не знаю почему. Ну, правда, у меня сейчас был карантин небольшой, 2 недели. Почему не тянет на улицу, я до сих пор удивляюсь. Но как-нибудь соберусь, да надо же выйти, прогуляться там. Еще что-то. Ладно, блины остывают, друзья. Все, до вечера. Включимся уже позже потом. Ну вот, друзья, я затопила баньку. Будем париться. Вон наша Умка гуляет на воле. Да. Бегает по огороду, бегает. Все рыщет везде. Да. И вот
Заведу ее, так как оставлять на ночь боимся. У нас здесь волки ходят. Вот у соседей здесь рядышком. Вниз там нужно спуститься. Ну, 60 метров, наверное. У них вот собаку вместе с цепью даже утащили эти волки. Вот. Ну, там она живет возле ручья. Вот возле ручья и бегают собачки. Не только у нее. И там еще дальше тоже одного собачку поранил волк. Вот тоже недавно рассказали. Так что у нас опасно оставлять собак на воле. Да. Да. Лает. Да. Умка. Умка. Все. Прогулка на сегодня закончена. Набегалась уже. Потом ужин. Скоро ужин будет. Опа, опять начала прыгать. Ну, друзья, вечер-то наступил. И пора вытаскивать нам нашу кастрюлю со свиными ножками, со свининой. Для того, чтобы сделать холодец. Холодец. Все? Нормально? Да, сейчас поставлю. Сейчас на стол потом будет ставить Маша. Маша сегодня очень много дел уже натворила. И натворила, да? Слово такое, натворила. Печка, надеюсь, все сделала нормально, да? За целый день-то там очень мягкое все получилось. Сейчас Маша вытащит тарелочки и потом уже в миску там положит. Надо побольше взять, эта ложка у тебя маленькая. Ну, короче, холодец как холодец. Сейчас вытащит это все и будем через мясорубку пропускать. Я сначала это потихоньку все буду кости убирать. Ну, мясо отделили от костей, в принципе, и сейчас через мясорубку это будем пропускать. Некоторые делают, рубят, а мы через мясорубку. Маша знает, что я люблю через мясорубку, и будем пропускать через мясорубку. Вот так. Ну вот, практически вот этот полученный фарш. Туда еще чесночок мы добавили, ну, вместе с мясорубкой все это прокрутили. И вот этот так называемый фарш уже распределяем по тарелочкам. Ну вот, Маша так делает. Я не знаю, как другие делают. Можно, наверное, по-разному, да, Маша? По-разному, да. Все по-разному, а мы вот так делаем. Порционно так разделяем. Насколько получается. И вот там тоже получается это. Фарш оставили. Ну, 4 такие мисочки. И заливаем вот этот топленым, что там, ну, сок, что ли, и как он называется правильно. Не знаю даже. Вот так заливаем. Равномерно все распределяем. И как колбаса получается у нас. Можно это все залить в пластиковую бутылку, Маша. И получается как колбаса потом. Но мы так не делаем, мы в тарелочке раскладываем. Вот так тщательно перемешивает Маша. Ну, в принципе, секрета нету. Ну, у каждой хозяйки, так сказать, свой рецепт холодца. Мы не пытаемся никого там учить, как холодец делать. Просто показываем, как мы делаем. А из кроличьего мяса, мы сейчас из вот свинины делаем, а из кроличьего мяса, мы когда кроликов держали, Маша, помнишь? И Маша делала такой вкусный холодец из кроличьего мяса. Вообще шикарный. Я такого холодца не... Ну вот, любой другой холодец для меня после этого уже не то как бы.
Да, водички маловато. Холодец густой. Ну, какой есть. Но нам нравится. Да, нормально это все будет. Все, Маша мешает дальше, а потом это уже вот так это все распределяет, как бы, чтобы единая масса была. И завтра как раз уже остынет к завтрашнему утру. Завтра рано утром отправляем уже. Отправим дочкам на угощение тоже холодец. Попутной машиной. Вот так, Мария Олеговна. Где-то густовато, где-то... Да, ну, не, нормально все. Нормально. Все, 4 тарелки стало. Короче, все, закончила Маша с холодцом. Вкус вкусный, но он еще не... Ну, ему надо остыть. Ну, завтрашнему утру остынет. Отправим в гостиниц дочке. Там еще сумочку, да что да в город попуткой. Вот такой у нас сегодня видеодень. То там, то сям. Маша там поснимала, там поснимала. Гостиниц мне от тещи моей принесла вкусные блины, покушал. Зато детям гостиница Баньку придётся. растопила. Готовить. Затопила баньку, попарились. После баньки мы свеженькие, как огурчики, очень приятно. Вечер такой уже, глубокий вечер сейчас, поздно уже. Вот показали, как просто быстро, просто не заморачиваясь вообще ни на секунду, холодец там. Утром засунули, вечером вытащили с печки, быстренько гудыр-гадыр сделали и еще. И холодец, он вкусный холодец, я уверяю, это постоянно так делает Маша. Вот. И мы любим как холодец, как колбаса, что была, да? Вот. Ну и на этом заканчиваем. Скажем до свидания нашим зрителям на несколько дней. Да, на несколько дней. До свидания. Потом видео же выходят. Стараемся 2 раза в неделю выкладывать видео. Вот так. Почаще бы желательно, но не получается пока. Возможности нету. Вот. Ладно. Скажем всем наше. Всем пока. Всем пока. Всем До пока. свидания. Смотрите наши видео и подписывайтесь на канал. Кто подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ладно. Всем удачи, друзья. Пока. Всем пока. Да, пока. А моя Маша молодец. Сегодня сделала холодец. Все, давайте еще. На этом точно пока.